Салям алейкум. Ми розпочинаємо новий проект під назвою Мевзу. Проект, де ми будемо розмовляти на різноманітні теми, пов'язані з Кримом, з війною і з суспільно-політичними явищами. Ми будемо сьогодні розбиратися в справах політв'язнів, кримських політв'язнів. Сьогодні до нас долучиться кримсько-татарська правозахисниця Кримської солідарності Лутфія Зудієва. Салям алейкум, Лутфія ханум. Алейкум селям. Ми б хотіли б узагальнено дізнатися, в якому стані зараз знаходяться наші кримськотатарські, загалом кримські політв'язні, і в яких умовах їх зараз утримують? Я бы, наверное, начала с того, что Крым справедливо называют стабильным поставщиком плохих новостей. И основной процент новостей, с которыми мы работаем, это новости про аресты, обыски, репрессии и другие нарушения прав человека в Крыму. И если до 2022 года мы приблизительно понимали некие правила работы силовиков и понимали, с какими темпами они работают, и выработали какой-то определенный иммунитет и способ защищать людей, то после 2022 года, после февраля 2022 года наступила такая точка бифуркации, переломный момент, когда перестали работать абсолютно любые ограничения для силовиков и спецслужб, затерлись все красные линии, и под каток пошли уже и адвокаты, и женщины, на них стали все чаще возбуждаться уголовные дела, родственники политзаключенных, и у нас стала складываться такая практика, что в одной семье уже не один политзаключенный, а двое, трое и больше. К сожалению, Крым сегодня по-прежнему репрессивный, и эта практика увеличивается. А відомо, в яких умовах зараз загальну таку середню статистику, якщо взяти, в яких умовах утримуються наші політв'язні? Большая часть людей, которые оказались в заключении, уже вывезена за пределы Крыма. Больше 150 человек уже получили приговоры, и после приговоров большинство из них этапируют. И условия содержания у всех разные, но все они близкие к пыточным, потому что во многих случаях им не оказывается необходимая медицинская помощь. Во многих случаях они лишены возможности постоянно видеться со своими семьями. В некоторых случаях ситуация доходит до критической отметки. Это всем известная история Джемиля Гагафарова, который уже покинул этот мир, к сожалению, и история другого политзаключенного Константина Ширинга, который тоже погиб, находясь в заключении. Поэтому в данном случае абсолютно справедливо говорить, что условия, в которых они содержатся, ненормальные. Давайте проведемо таку невеличку деталізацію. Чи відома точна кількість кримських політв'язнів і скільки з них кримських татар? И представительство президента Украины в Крыму, и неправительственные правозащитные организации ведут списки политзаключенных. Эта работа ведется с 2014 года, и сейчас общая цифра политических заключенных 204 человека. Из них 123 человека крымские татары. Это больше, чем 60% от общего списка. До 2022 года их было больше 80% в списке, но с учетом того, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину в Крым стали привозить жителей Геническа, Мелитополя, Херсона и других южных областей Украины, с точки зрения национального состава этот список стал меняться, и в нем теперь еще и украинцев много. Дуже резонансним затриманням було затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла і братів Ахтемових. Яка ситуація з ними зараз? Де зараз знаходиться Наріман Джелял? Наскільки ми знаємо, то вони зараз в різних колоніях утримання, правильно? После оглашения приговора Нариману Джелялу и братьям Ахтемовым, после рассмотрения апелляции на этот приговор, всех их вывезли с территории Крыма, и уже в ноябре 2023 года семьи стали получать уведомления о том, что их перевезли в тюрьмы достаточно строгого режима на очень отдаленные расстояния.
Азиз Ахтемов сейчас находится в Енисейске. Это Красноярский край Российской Федерации. Это больше, чем 5500 километров от Крыма. Нариман Джелял сейчас находится в Минусинске. Это тоже Красноярский край, но другая тюрьма. Асан Ахтемов находится во Владимире. Тюрьма во Владимире — это всем известный Владимирский Централ, о котором очень много пишут и даже слагают песни. Наверное, самые строгие условия содержания в этой тюрьме, затрудненный доступ адвокатов, и у них практически нет возможности звонить домой, у заключенных, которые содержатся во Владимирском Централе. У всех троих ограничения и в получении посылок из дома. Это всего одна посылка за целый год, 20 килограмм. Вы понимаете, что это критически недостаточно для того, чтобы здоровье политзаключенного поддерживать на необходимом уровне. Есть ограничения в свиданиях, есть ограничения в звонках домой і є проблеми зі здоров'ям. Як ви вважаєте, чому фігурантів однієї справи поділили настільки далеко в різні колонії, в різні тюрми, так скажемо, утримання? Ну, для чого це роблять? Когда людей, которых преследуют по политически мотивированным делам, возбуждают на них дело, а это первый шаг в этой истории, и вывозят их за пределы Крыма, то основная задача — это абсолютная изоляция. То есть изолировать человека физически, изолировать человека информационно, сделать так, чтобы он чувствовал себя одиноким в этой тюрьме. И поэтому мы имеем дело именно с такой практикой. Более того, раньше, опять-таки, это все происходило до февраля 2022 года, политических заключенных в большей степени вывозили в Башкортостан. Были несколько случаев в Ставрополье и в более близлежащих к Крыму регионах Российской Федерации. Сейчас география таких ссылок, я называю это ссылкой, потому что людей именно по политическим мотивам вывозят из Крыма. География таких ссылок растет, и люди оказываются уже и в Красноярском крае, и в Челябинской области, и на Кавказе, и даже в республике Коми. Вот буквально вчера мы получили сообщение о том, что Арсена Абхаирова из поселка Буюк-Онлар, Октябрьская в Крыму, отправили за 7000 километров от Крыма в республіку Комі. Скажіть, будь ласка, Сервер Мустафаєв і інші фігуранти Бахчисарайської групи, бахчисарайських груп, це вже можна казати, ми знаємо, що вона, на жаль, не одна. Яка ситуація з ними? Ми знаємо, що комунікувати як адвокатам, так і сім'ям, взагалі загалом політв'язнів, дуже рідко вдається. Чи знаєте ви якісь новини про утримання саме цих фігурантів? Нашего друга и нашего коллегу Сервера Мустафаева и других участников второго Бахчисарайского дела тоже вывезли на территорию Российской Федерации. И точно так же, как и в случае с делом Наримана Джеляла, их разделили и рассредоточили по разным колониям и тюрьмам. Например, Сейран Салиев, политзаключенный из этого уголовного дела, сейчас находится в Туле. Тимур Ибрагимов, гражданский журналист, наш коллега, находится в Рязани. Сервер Мустафаев находится в Тамбове. Асан Марленов, вы наверняка знаете этого человека, это владелец крымско-татарского этнокафе в Бахчисарае, всем известный меценат, который сам поддерживал семьи политзаключенных до ареста. Он находится в республике Мордовия. То есть их тоже распределили на разные пенитенциарные учреждения. Асан Марленов занимается тем, что пытается участвовать в строительстве мечети на территории колонии, в которой отбывает срок. То есть его вот эти чувства приносить пользу обществу, людям, религии своей, они и там сохраняются. И он борется сейчас за то, чтобы его перевели поближе к дому, обратился с заявлением в СИН, обратился с иском в суд, и мы ожидаем решения суда уже в 2024 году, хотя, если честно, не питаем никаких иллюзий по поводу того, что будет положительное решение, и кто-то проникнется его желанием сохранить семейные связи.
Сервер Мустафаев сейчас находится не в общем бараке, его содержат в СУС, это камера со строгими условиями содержания. Сначала его неоднократно помещали в ШИЗО, отбирали у него Куран, книги. Це пов'язано з тим, що Сервір Мустафаєв до свого затримання був досить гучним активістом, неодноразово приїжджав і в Київ, виступав на прес-конференціях, і в Криму продовжував досить таку гучну діяльність правозахисну. Чому саме до нього такі відносини? Я думаю, что действительно такое отношение администрации связано в первую очередь с характером сервера, с его подходом ко всему, что вокруг него происходит. Дело в том, что он даже находясь в заключении, консультирует других заключенных, учит их писать жалобы, защищать свои права, настаивает на том, чтобы им давали определенные возможности, на которые они имеют право по закону. И, безусловно, такие люди никогда не нравятся администрации пенитенциарных учреждений, потому что это головная боль. И больше того, они не любят, когда какие-либо жалобы выходят за пределы колонии или тюрем. В некоторых случаях начальники пытаются договориться с такими заключенными, исчерпать их жалобы и закрыть этот вопрос. В других случаях начальники начинают откровенное давление на таких заключенных, чтобы они перестали писать, защищать права, жаловаться и так далее. Я думаю, что к серверу особое отношение связано и с этим, и с тем, что и досье, которое поступило вместе с ним в тюрьму, оно было написано соответствующим образом, потому что сотрудники спецслужб всех людей, которые задержаны по политическим мотивам, сопровождают определенным объемом документов, характеристикой, и почти все политические заключенные Крыма сейчас стоят на специальном профучете. Про него подробно рассказывала моя коллега Мумине Салиева, у Сейрана такой же профучет. Это когда на бейджике, Це тільки до кримчан, да, такий профучет? Нет, этот профучет может применяться и к крымчанам, и к другим заключенным, но к крымчанам это применяется практически системно и каждому. На нагрудном бейджике перечеркивается зеленой полосой имя, фамилия, и это означает, что этот человек состоит на специальном профучете. И на таком профучете, чтобы вы понимали, состоят насильники, люди, которые совершили особо тяжкие преступления. И ребят из Крыма приравнивают к людям, которые совершали реальные криминальные преступления. Поэтому такое отношение к серверу, оно было прогнозируемым. Чи присутні фізичні знущання над кримськими політв'язнями зараз? І наскільки сильно, і що ви знаєте взагалі, які процедури, якщо є, то які процедури бувають? В прошлом месяце мы получили сообщение о том, что филолога арабского языка Вадима Бектимирова избили в колонии в Санкт-Петербурге. Его перевели буквально недавно туда, и вот по приезду ему устроили такую встречу, отняли у него Куран, отняли у него религиозные книги. И сообщить он об этом смог уже постфактум, когда впервые связался со своей женой по тюремной связи. Кроме этого, мы получили сообщение о том, что в СИЗО-2, это новый следственный изолятор, который открыли в прошлом году в Крыму только, физическому давлению подверглись крымские татары, арестованные по делу второй джанкойской группы. При переводе из первого СИЗО во второе к ним применялись удары электрошокером, другие виды физического давления. Отбирали у них и продукты, отбирали у них опять-таки литературу, заставляли петь российский гимн и прочее. То есть отдельные инциденты непосредственно вот именно физического давления бывают, хотя они не являются системной практикой. То есть не во всех колониях и тюрьмах крымские политзаключенные сталкиваются с прямым физическим воздействием. Но, как я сказала ранее, практически у каждого есть другие виды давления психологического, которые можно приравнивать с правозащитной точки зрения, приравнивать к пыточным. Например, элементарно, когда человеку не оказывают медицинскую помощь вовремя,
У нас сейчас крайне сложная ситуация с Энвер Ага Умеровым. Это пожилой политзаключенный, ему 62 года, отбывает срок во Владимире. Ему срочно нужна хирургическая операция на кишечник. И вот человек ежедневно терпит эти боли, и это тоже пытки. Или самое элементарное, понятное всем нам, зубную боль. Сколько мы готовы терпеть непрерывную зубную боль или непрерывную головную боль? То есть все они сталкиваются с этими проблемами, и это тоже можна приравнювати к пыткам. Як відбувається зараз комунікація з сім'ями? Наскільки часто вони можуть бачитися? Я знаю, що є практика довгих побачень. Наскільки часто вони відбуваються? Наскільки часто діти цих політв'язнів можуть комунікувати зі своїми батьками? Сейчас, в принципе, у всех политических заключенных есть всего 3 способа для внешней коммуникации с миром. И в зависимости от того, какая это колония или тюрьма, семьи пользуются теми или иными возможностями. Первый и самый распространенный — это общение по легальной тюремной связи, Зона Телеком. Это специальный оператор, который обслуживает именно пенитенциарные учреждения и предназначен для того, чтобы заключенные могли звонить домой или заключенным из дома могли переводить денежные средства. Не все колонии, СИЗО и тюрьмы подключены к этой системе, поэтому в некоторых случаях люди не могут ей воспользоваться, но в принципе это достаточно быстро и удобно для общения. А второй способ, он такой традиционный, это переписка с помощью почты. Им чаще всего пользуются пожилые родители политических заключенных, потому что им сложно осваивать все эти технологии через интернет, и им гораздо проще написать бумажное письмо и пойти отправить его через почту. Оно, конечно, идет гораздо дольше, но ребята тоже стараются отвечать на такие письма и общаться через бумажную переписку. И в первом случае, и во втором случае все тексты проходят через цензора. Тексты можно писать исключительно на русском языке, нельзя использовать какие-то политические призывы или лозунги. То есть это должен быть такой абсолютно нейтральный текст о том, как сейчас семья живет, какая погода в Крыму или в той стране, откуда пишут. И только в этом случае цензор пропустит это письмо, и политзаключенный сможет его прочитать. Но для них это принципиально, для ребят, которые находятся в заключении, это принципиально важная история, потому что буквально недавно вот Нариман Джилял написал супруге письмо и сказал, что письма, которые он получает от внешнего мира, это нити, которые удерживают его от того, чтобы не упасть в какую-то черную бездну. Их это очень лечит, это поддерживает их ментальное здоровье, поэтому и семьи, и друзья, и просто общественность в Крыму старается поддерживать письмами. И последняя возможность, она, конечно, самая ожидаемая для всех семей, это краткосрочные, долгосрочные свидания. Они предоставляются тоже по-разному. Если это тюрьма общего или строгого режима, то там свидания дают до 4 раз в год, долгосрочные свидания. Если это тюрьма строгого режима, то там только 1 свидание в год. Но даже в этом случае далеко не все семьи могут позволить себе такие встречи, потому что, например, чтобы добраться до Красноярского края, жена Ремзи Бекирова недавно рассказывала, что для того, чтобы доехать до Красноярского края вместе с отцом Ремзи, им на двоих нужно 120 тысяч рублей. Ну, это, по-моему, около $2000, да, если я не ошибаюсь. Это только дорожные расходы, не считая того, что они должны что-то отвезти ему и прочее. Если она захочет взять детей, то эти расходы вырастут вдвое. Более того, это очень сложный путь между Крымом и Красноярским краем, нет прямой коммуникации, то есть ей нужно будет несколько раз пересаживаться, менять разные виды транспорта, и это очень сложная дорога. Жена Наримана Джиляла сказала, что вот в ближайшее время не сможет точно ехать к Нариману, и он сам попросил ее не делать этого, потому что он находится в Минусинске, это 5500 километров от Крыма, и он не хочет, чтобы она с 4 несовершеннолетними детьми
мучилась вот в такой холод в дороге. Он не уверен, что она сможет безопасно доехать, поэтому для него важно вот в первую очередь здоровье детей. А відомо сьогодні, скільки дітей залишилося без батька в результаті цих затримань, вироків? Точна цифра? Коллеги, которые занимаются детьми политических заключенных, ведут такой список и сообщили, что сейчас в нем числится 334 ребенка, из них 228 это несовершеннолетние дети. Более 50 таких детей страдают хроническими заболеваниями после обысков. Именно после обысков они были диагностированы у детей. И это чаще всего психосоматика, то есть это результаты стресса, которые они пережили во время обыска. Потому что для любого ребенка травма проснуться и увидеть в своем доме автоматчиков, да, или людей с автоматами и в этих ужасных масках. Есть дети, которые заболели онкологическими заболеваниями после обысков, и есть уже 3 случая с инвалидностью, то есть детям поставили инвалидность, и сейчас они на постоянном учете находятся. Ви, напевно, спілкувалися з нашими бранцями. Скажіть, будь ласка, чи вірять вони взагалі в правовий вихід з цієї ситуації, в правовий спосіб їхнього звільнення? Они верят в то, что на свободе огромное количество людей борется за их освобождение. Они доверяют семьям, которые делают все возможное, чтобы придать огласке каждую ситуацию, происходящую с ними в СИЗО. Они доверяют коллегам, которые на свободе продолжают писать и рассказывать про эти репрессии. Они доверяют работе адвокатов, которые даже вот в этих репрессивных условиях, когда их лишают лицензии, сажают на 5 и 10 суток вместе то есть фактически приравнивая их к практике арестов политических заключенных. То есть они доверяют работе адвокатов, которые продолжают работу даже в таких условиях. И они правда надеются на то, что рано или поздно они будут освобождены. Чи були якісь запити до української влади, щоб, можливо, обміняти наших політв'язнів, хоча б декого, на тих, хто перебуває в українських в'язницях? Ми знаємо, що зараз Росія і Україна в стані війни і є процедура обміну військовополоненими, але військовополонені і наші політв'язні – це трохи інше, тому що Росія не визнає політв'язнів, ну і це логічно, полоненими, а визнає як звичайних злочинців. Але були прецеденти, наприклад, у 17-му році, коли обміняли Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова, були прецеденти обміну наших моряків, де були обмінені також і політв'язні, наприклад, Едем Бекіров і Олег Сенцов. Чи є сподівання на якісь такі процедури і чи були запити? Примеры, которые вы перечислили, они как раз-таки доказывают то, что обмены политическими заключенными, не военнопленными, а политическими заключенными, они возможны. И государству, и правозащитным организациям, и нашим дипломатам необходимо продолжать работу в этом направлении. Я знаю, что списки политических заключенных Крыма собирались, обрабатывались и передавались и в офис президента, есть они у омбудсмена Украины, и есть эти списки у представительства президента Украины в Крыму, и они со своей стороны на тех или иных встречах продолжают переговоры об освобождении политических заключенных Крыма. В частности, вот в прошлом году были встречи на уровне омбудсменов Турции, Украины и России, где велись переговоры об освобождении крымских татар, украинцев, заключенных на территории Крыма. А який зазвичай результат таких переговорів? Тот факт, что мы в 2024 году, то есть сегодня продолжаем с вами говорить об этом, и пока нет какого-то ощутимого результата, хотя бы с уязвимыми категориями, то есть
Мы считаем крайне важным добиться освобождения пожилых людей, которым больше 60 лет, потому что мы не хотим писать больше некрологи и соболезнования семьям политических заключенных. Это очень больно. И для меня это такая, знаете, отдельная зарубина, которая мотивирует меня каждый день просыпаться и работать в этом направлении. Мы боремся за то, чтобы хотя бы начались переговоры об освобождении женщин. В заключении находится пожилая жительница Севастополя Галина Довгополая. В заключении находится 25-летняя Линия Умерова, которая вообще оказалась просто случайной жертвой такого, скажем, политического заказа. В заключении находится наша коллега, журналистка Ирина Данилович из Крыма. И, безусловно, женщинам крайне сложно находиться в таких учреждениях. И мы настаиваем на том, что нужно работать над освобождением людей с инвалидностью, людей с тяжелыми хроническими и медицинскими диагнозами, потому что в любой момент они могут просто не выдержать этой схватки с российской пенитенциарной системой и погибнуть. И, безусловно, мы боремся за то, чтобы каждый в этом списке был освобожден рано или поздно. На одному з останніх засідань судових Сервер Мустафаєв чітко наголосив на тому, що він громадянин України. Чи є це чітким меседжем для того, щоб використовувати цей факт як інструмент для звільнення саме українських громадян з рук російської влади, і чи є це таким одним із інструментів тиску на російську владу у ваших руках, можливо, в руках міжнародних установ або української влади? Наскільки це важливо? Не только Сервер Мустафаев, все политические заключенные Крыма практически сразу после того, как их задерживают, на первых следственных мероприятиях и позже заявляют о том, что они граждане Украины. Адвокаты дополнительно говорят о том, что и спецслужбы, и силовики, и судьи действуют в нарушении 49-й статьи Женевской конвенции, которая как раз-таки регулирует поведение России на территории Крыма, и что в случае с политическими заключенными, когда их, во-первых, незаконно задерживают, незаконно судят, а потом еще и незаконно вывозят за пределы Крыма, это является грубым нарушением, и это, безусловно, будет иметь правовые последствия в будущем. То есть мы можем конкретно в этой точке времени сегодня не видеть каких-то практических результатов, но и адвокаты, и заключенные постоянно говорят об этом. Более того, правозащитники, адвокаты уже передали в ряд международных структур индивидуальные жалобы по незаконному насильственному угону с территории Крыма политических заключенных. Я знаю, что жалобы отправлены в Европейский суд по правам человека, и отправляются жалобы в Комитет ООН по правам человека. Кроме этого, отдельную работу ведет прокуратура Республики Крым в Украине вместе с офисом генерального прокурора, и они отправляют регулярные сообщения в Международный уголовный суд, и это тоже отдельный трек работы. Но, знаете, вся загвоздка в том, что такое ощущение, что всем нам не хватает какого-то темпа, потому что, вот, например, по ЕСПЧ достаточно много индивидуальных жалоб было отправлено за эти 10 лет, но по ним нет решения просто потому, что до сих пор не рассмотрен основной иск межгосударственной Украины против России. Вот только в декабре 2023 года приступили к слушаниям этого иска, и будет ли результат в 2024 году, мы не знаем. Но пока не вынесут решение по этому основному иску, не будет решений по индивидуальным жалобам. И более того, с 16 сентября прошлого года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Она денонсировала ее, и это означает, что теперь жалобы можно подавать только по тем фактам, которые имели место до этой даты. Все, что происходит сейчас, уже не будет рассматривать Европейский суд по правам человека. То есть вот все это говорит о том, что работа проводится, но
нужны еще более интенсивные и плотные усилия в этом направлении. Чохсалмус, окремо хотів би спитати про Лінію Умєрову. Що наразі відомо вам, в яких умовах вона зараз утримується, який, можливо, в неї настрій, бо всі ми знаємо про її листи, де вона дуже оптимістична, і в якому стані її батьки, теж дуже цікаво. Вы знаете, когда я первый раз прочитала письмо Ление из СИЗО в Лефортово, которое было опубличено через социальные сети, я вспомнила слова писателя Халиля Джебрана. У него есть такие строки, что у сильного человека два сердца. Одно истекает кровью, другое стойко терпит. Вот мне кажется, случай с Ление, да, наверное, и со всеми нашими заключенными, он об этом. Они мучаются, они страдают в заключении, им тяжело, но они очень достойно держатся. И даже находясь в таких сложных условиях, они нас поддерживают, нам пишут письма и просят людей в Крыму не падать духом. Линье сейчас содержится в СИЗО в Лефортово в Москве. Суд по ее уголовному делу еще не начался. И более того, адвокат Дмитрий Динзе, который занимается этим уголовным делом, он не может обнародовать ничего из этого дела просто потому, что у него отобрали подписку о неразглашении. Но даже в рамках этой подписки он говорит, что до сих пор не увидел ни одного весомого доказательства ее вины. Их не ознакомили еще с экспертизами по делу, не ознакомили с основными доказательствами, но он уверен, что это очередное политически мотивированное дело. Лютвія Ханом, розкажіть загалом про настрої в Криму, що зараз в головах, в думках у людей і як вони зараз переживають військові часи і часи репресій? В условиях, когда не только крымско-татарский, любой народ переживает агрессивное внешнее давление, для него приоритетной задачей становится выжить на этой территории и сохраниться. И задача крымских татар сейчас это, во-первых, выжить, не дать стереть с лица полуострова нас как народ, потому что эту цель ставили перед собой на протяжении многих веков. Когда сначала во времена царского режима шли просто миллионные иммиграции из Крыма, потом во времена уже Советского Союза была депортация, которая лишила жизни половину нашего народа. И сейчас это гибридная депортация, такой новый термин, который появился в последние несколько лет нашей истории. Она продолжается, и крымские татары вынуждены покидать полуостров просто для того, чтобы сохранить свою жизнь или избежать уголовного преследования. Многие люди выбирают для себя оставаться здесь даже ценой собственной свободы, иногда ценой собственной жизни. Мы знаем имена крымских татар, которые лишились жизни или исчезли без вести, и их до сих пор никто не может найти. Но для них было принципиальным оставаться в Крыму. И вот этот вызов на физическое сохранение, на существование как народа, он сейчас самый большой перед крымскими татарами. Но еще гораздо больший вызов, который меня тревожит и пугает больше, это вызов нашей идентичности. Потому что, с одной стороны, ее размывают здесь, когда и в школах, и в детских учреждениях дошкольного возраста, и в университетах практически нет ничего, что напоминает о крымско-татарском языке, его культуре и религии. С другой стороны, это вызов из-за физического воздействия. То есть когда твоей жизни грозит опасность, у тебя все меньше времени остается на чтение книг, на созерцание, на размышления, на то, чтобы делать какие-то хорошие проекты, посвященные истории, культуре и прочему. И крымские татары сейчас в Крыму в такой некой капсуле, в которую они умышленно свернулись и держатся вместе для того, чтобы выстоять физически. Çok sağ olunuz Lütfiye Hanım.
Дуже вам дякую за те, що допомогли все ж таки розібратися більш детально в ситуації з політв'язнями і з кримськими татарами, які зараз знаходяться в Криму. Будемо сподіватися на те, що всі ваші намагання, вся ваша робота рано чи пізно дасть дієвий результат, і ми все ж таки будемо всі вільні. Çok sağ olunuz. Allah razı olsun. Sağ olun Simran.